Ежегодно проводится, как вы знаете, августовское совещание учителей. Очень важное мероприятие для нашего педагогического сообщества, для наших родителей, для наших детей, где намечаются планы, наметки на будущие учебные годы вперед. Обычно разговаривают на 5 лет. Михаил Ефимович Николаев, будучи главой президента Республики Саха-Якутия, ну и в последующем, находясь в Совете Федерации, депутатом Госдумы, являясь госсоветником, каждый год посещал подобные мероприятия, выступал, разговаривал с педагогами, общался. И, как вы знаете, у него в последние годы были 5 крупных проектов. Это 5 китов образования, так называемые. Это в основном направлены на развитие внутреннего потенциала каждого ребенка, на развитие личности, личностный рост, мотивация, воспитание, культура, духовность. И вот мы сегодня представляем нашим уважаемым педагогам эти проекты. Конечно, все педагоги их знают, но тем не менее, вот августовское совещание подразумевает то, что мы будем встречаться, разговаривать, обмениваться мнениями. И сегодня мы представляем его проекты в нашем культурном центре «Связей». Здесь представлено его видение насчет физического развития, насчет здоровья ребенка. Да, и, как вы знаете, для каждого спортсмена пределом мечтания является участие в Олимпиаде, а для каждого якутского нашего ребенка это возможность участия в детских международных спортивных играх «Дети Азии». Такую возможность мы дали нашим детям. Михаил Ефимович подарил в 1996 году, год, когда были, ну, вы все знаете, 90-е годы, очень сложные времена. Михаил Ефимович своим волевым решением издал указ о проведении первых международных спортивных игр «Дети Азии» в 1996 году. И, как вы знаете, всякое благое намерение, падающее на благодатную почву, растет, развивается, ширится. И мы здесь представляем все года, когда вот все дети Азии, которые были проведены, и вплоть до 2023 года, кто сколько стран принимали участие, кто стал победителями, сколько человек приняло участие и так далее. Вот, все это будет продемонстрировано на наших стендах. Далее мы здесь поставили книги Михаила Ефимовича. Как вы знаете, он автор 182 сочинений, книг, брошюр, буклетов. И вот самые, на наш взгляд, важные мы представили на нашем стенде. Товарищи, здесь представлены наши один из китов образования, это иностранные языки, владение языками, это язык общения, мировообщения, язык развития. Мы хотим, чтобы наши дети общались со всем миром, были равными всему миру, и хотим, чтобы они реализовывали себя, в том числе и на мировых площадках. Поэтому знание языка очень важно. Ну, как вы знаете, Михаил Ефимович очень большое внимание обращал на раннее развитие ребенка с 3 лет, различные методики мировые, передовые он внедрял на нашу республику. И вот сейчас мы идем к тому, что наши школы совмещаются с детскими садами, и детские сады становятся школами раннего воспитания. И здесь представлены наши образования до начальных классов. Здесь представлен один из проектов «Музыка для всех». Это музыкальное воспитание, еще один из китов образования. Дело в том, что Михаил Ефимович считал, что музыка – это язык искусства, язык прекрасного, язык красоты, язык именно благородного воспитания человека, чтобы каждый ребенок был благородным, умным, честным, воспитанным, трудолюбивым. И все это мы, конечно, одним из инструментов общепризнанных мировым сообществом является музыка. Дальше, да? Рисуемся, да? Здесь представлена
проект «Рисуем сеть». Это тоже один из китов образования Михаила Фомича. Он считает, рисование это дает 3D мышление, чтобы ребенок мог себя выразить своим рисунком, чтобы люди приобщались к общемировым шедеврам и сами понимали язык рисования. Это черчение, это алгоритмы, это как бы наша возможность выразить себя через рисование. Да? Так, здесь, товарищи, представлены шахматы. Это шахматное образование, это язык, по мнению Михаила Фомича, язык алгоритмов, язык цифр, это умение логически мыслить, думать, бороться, в том числе с самим собой, чтобы у человека развивалась не только вот тяга к прекрасному, но и умение трудиться, побеждать, перебарывать и логически размышлять и думать. Шахматы являются одним из самых таких основных проектов Малой академии наук. Для нас это очень важный проект, и поэтому мы проводим ежегодно гроссмейстерскую школу, одно из таких больших мероприятий на Дальнем Востоке нашей страны, с участием известных гроссмейстеров, чемпионов мира. И также мы разрабатываем методические пособия для детей дошкольного возраста и считаем, что шахматы являются одним из таких сильных инструментов для развития математического мышления в раннем возрасте.